Ислам Байрамуков, уроженец Луговского района Жембыльской области, из семьи депортированных. Спортом увлекается с детских лет. Заслуженный мастер спорта, участник 3 Олимпийских игр. Серебряный призер Олимпиады в Сиднее, чемпион Азии, призер Азиатских игр. Он дипломированный тренер, юрист и финансист. В настоящее время старший тренер национальной сборной Казахстана. Холост. Его имя давно прославлено в спортивном мире. Он, карачаевец по происхождению, покорил всех своей силой, умом и техникой вольной борьбы. Ислам – узнаваемая личность и завидный жених. В прошлом году по опросам прессы вошел в десятку самых привлекательных мужчин Казахстана, но при этом остается скромным человеком. К своей славе он шел долгие годы упорным трудом. Он и сейчас находится в прекрасной спортивной форме. На этом стадионе вся юность наша и прошла, будем так говорить, что это ежедневно по утрам мы тут нарезали круги. 5, 7, 8, 10 кругов, это как бы обычная норма была в качестве зарядки, тренировочный процесс. И тут, будем так говорить, каждый поворот, где как что уложено, как уложено вот это покрытие, все знаем. Мало того, что здесь мы работали, потом еще выезжали в условия Среднегорья, Высокогорья, это в горах, где с наименьшим содержанием кислорода в воздухе. И вот в этих условиях мы тренировались, там дальние забеги у нас, походы в горы, то есть работа с отягощениями. В общем, ну и в то же время в условиях таких очень хорошо, быстро идет восстановление. Вот там мы закладывали фундамент. Практически каждое утро в Алматы, а Ислам часто бывает в разъездах, он начинает на этом стадионе. Привычка осталась. К тому же сейчас он занят на тренерской работе, и воспитанники не дают ему расслабляться. Наши молодые спортсмены, они не любят так долго уделять внимание растягиванию. Пришли там, пару движений сделали, думаю, все готово. На самом деле это очень такой тщательно, кропотливо нужно подходить к этому. Меньше будешь подвержен травмам. После пробежки и разминки он идет на тренировку. В спортивном зале теперь его место рядом с тренером Олегом Ушановым, который когда-то из него воспитал чемпиона. Но в группе Ислама в основном только взрослые ребята. Им он преподносит мастер-классы. Все, что я продемонстрировал, это все те действия, с помощью которых я добивался побед. Там, у нас, вы, наверное, слышали, есть броски мельницей. То есть захват руки и ноги броском через шею. Борцовская терминал, бросок мельница, бросок через бедро, бросок кочерга есть. Есть прием захватом головы и руки, ну, как бы, по типу удушающего. Называется лампочка или косой захват. Эти приемы он оттачивал годами, но у него свой стиль ведения борьбы. Навязать его взрослым спортсменам уже поздно, говорит Ислам. А вот посоветовать что-то использовать можно. С них в первую очередь он требует профессионализма. Быть тренером для него очередное испытание. Ведь это совершенно другие взгляды, поэтому приходится немало работать над собой. Он всегда мечтал зайти на олимпийский пьедестал. Достигнув этой цели, теперь мечтает о другом. А сейчас, став тренером, такая цель стоит, что в будущем подготовить то же самое. Зайти на пьедестал уже как бы на тренерском поприще. Воспитать достойную смену. Исламу с тренерами, можно сказать, повезло. На родине в Луговом его первый тренер увидел в нем задатки будущего спортсмена, затем смог увлечь вольной борьбой. А уже оттачивал самородок из народа заслуженный тренер республики Олег Ушанов. С годами они стали настолько близки, что понимают друг друга с полуслова. Олег Жанович стал Исламу вторым отцом. Они вместе шли к победам и завоевывали многочисленные медали. Вот этот кувшин, видите, такой, из керамики. Ему достаточно очень лет, ему под 20, нет, полных где-то 17-18 лет. Был турнир международный, это уже тогда еще по сборной Союза СССР. Вот, мы отдельной командой на Спартакиаде народов СССР заняли в 1991 году. В общем, выполнили ту норму классификации, что нас поощрили поездкой за границу. Ну, тогда это была Чехословакия. Там я выиграл вот этот кувшин, кубок, и он мне дорог. И мне всегда, вот, опять же, эта мысль меня посетила. Вот, бывают же старинные русские фильмы там, про деревню, потом наполнить молока и выпить с этого кувшина. Все никак, все эти годы выношу эту идею. Таких дорогих призов у Ислама уже целая коллекция. Первую серьезную награду выиграл в 91-м. Стал обладателем последнего Кубка СССР. Уже на следующий год он входил в шестерку сильнейших борцов бывшего Союза. А эту серебряную медаль получил в 93-м на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Тогда он даже не подозревал, что ему, молодому борцу, будет противостоять серьезный соперник – призер чемпионата мира, Олимпийских игр. Я очень внимательно следил за статистикой в борьбе.
там где что с кем боролся, там какой счет, вплоть до того, на какой минуте он мог его выиграть. Все это отслеживал историю. А вот надо же, вот этого монгола я упустил. Как-то бегло прошел по итогам Олимпиады, но его упустил монгола. Его свита такая выводит, трибуны ревут. Я сосредоточен только на поединке, там мысли только выиграть. Схватились то, другое, в общем, я его выиграл. А потом узнаю, почему к нему такое внимание. Монголы приходят меня, иранцы поздравляют. В глазах иранцев я вообще возвысился сразу, потому что это он, оказывается, проходу иранцам не давал. Всегда он их выигрывал. К самой большой своей победе в Сиднее Ислам шел долго и мучительно. К тому моменту он уже перенес 2 операции на колени, неуверенно себя чувствовал. Приходилось почти заново учиться ходить по ковру. И чтобы получить путевку на Олимпийские игры, у него оставался один шанс – победить на чемпионате Азии. Вот эта золотая медаль. Ее завоевание борец философски называет прыжком на подножку ходящего поезда. В 2000 году ему было уже 29 лет. Возраст для спортсмена критический, а для Ислама это был момент созревания, когда он был готов и морально, и физически идти к победе. Причем во время Олимпиады в Сиднее травмы его не беспокоили. Я бы, наверное, себя лучше чувствовал, если бы на мне была золотая медаль. И у меня вот получилось так, что в полуфинале выиграл встречу. И, в общем, в финале опять, возвращаясь к этому разговору, и всплеск эмоций получился такой. Там и на видеозаписи есть. Вот спустя годы все время это анализирую. Как вот большую ошибку допустил, что вот позволил себе вот это выплеснуть эмоций. А на следующий день такое ощущение было, как будто пустота посетила. Вот пустота нет. Вот те же ощущения, но нечем было себя заставить, никаких эмоций. Думаю, поскорее, уже медаль в кармане, думаю, домой приехать, успокоиться. Вот такие мысли. Именно вот эта моя проблема была в спорте, злости не хватало спортивной. Бывало, иногда заведешь, что да, хорошо, прекрасно. Но абсолютно потом уже такое ощущение появляется. Видимо, это не у каждого жалеть соперника. В тот 2000 год казахстанские спортсмены завоевали 3 золотых и 4 серебряные медали. Призеров президент Назарбаев наградил высшей государственной наградой – «Парасат». На денежную выплату $50 000 Ислам приобрел долгожданную недвижимость – это дом. Он гордится тем, что все, что им заработано, благодаря спорту. В 2004 году он принял участие в 3-х по счету Олимпийских играх в Афинах, а потом на время ушел из большого спорта. Спортивная слава принесла Исламу большую популярность не только в Казахстане, но и на исторической родине. Эти кинжалы – подарки соотечественников. Их у него тоже целая коллекция, и каждый кинжал по-своему хорош. Это, вот видите, это в те времена, царские времена, это вонзали в землю, и она для мушкета служила. Вот так поставил и стреляли. Это кортик. Мне его дарил президент Карачаево-Черкесии Мустафа Азареталич Батыев. Он сделан из платины. Так, кортик. Видите? Очень такой памятный подарок. Знаете, у нас здесь в Карачаеве есть такая пословица. Оружие, которое пригодится раз в жизни, носи всю жизнь. И вот просто есть. Не, это шутка, конечно. Ислам гостеприимный хозяин. Богатый дастархан в его доме готовит всем гостям. Угощают карачаевскими фирменными блюдами. Отваривают мясо, картофель. У нас чуть с казахстанским колоритом, там местами казы, конина. Брынза это обязательно подается к столу, то же самое. И вот это блюдо софтат джерме из внутренности. Такую калорийную пищу мама Исламу готовит нечасто, но вот хичины обязательно. У него любимое блюдо хачины. Он в неделе 1-2 раза обязательно делает. Он любит. Айран, мясо с картошкой. Роза Хасановна себя считает счастливой мамой. У нее 4 сына и дочь. Младший тоже борец, неоднократный чемпион Казахстана. Сейчас она ждет не дождется появления невестки в доме. Мечтает женить своего знаменитого сына Ислама. Какую кель хочу? Шуструю. Добрая, чтобы она была. Отзывчивая. Гостей принимала побольше домой. Открытым. Қабағын шытпайын, қазақша айтайын, қабағын шытпайын, ашық, жарқын бол. Келген қонағын күтсе бол, больше ничего не надо. От их детей мечтаем, внуков, чтобы побольше были внуки у меня. Для Ислама временное затишье в спорте было даже на пользу. Он занялся бизнесом, начал сниматься в рекламе, серьезно увлекся конным спортом. Это его слабость.
Одна из его лошадей по кличке Соло Рейсер 2 года назад даже завоевала приз президента Казахстана. Но когда пригласили на тренерскую работу, отказываться не стал.